кляксы, время быстро пролетает. Сели, кто-то кого-то не знает. Через час бухла, все вокруг уже ротают. Через 2 задушевные разговоры. Через 4 начинаются разборы. Что-то не то сказали, ссора. Пацаны кулаком махали, устали. И вот один достал перо. Ну давай, ребята, 10 на 1. Вот такая вот хуйня бывает. Иногда все случается, подрались, не беда. И так раз за разом все серьезнее, случай выдается все курьезнее. Вот вам пример того, что случается. История не закончена, продолжается. Все начиналось так обычно. Тихий вечер, пацаны набили, что сегодня будет встреча. Их было 4 кентов и 1 шалава. Сели, закусили, выпили, имели право. Шла весна, приехал дембель из-под Краснодара. Привез с собой шмали, купил бутылку скипидара. Никак не предвещало беды, это начало. Сварились, прибились, забились, но им все мало. Купили еще водки, пацаны накатили. Их сука отсосала им всем, они забили. Еще один штакет пустили, парами тема. Все идет, заебись, такова схема. Один кидает слово, что служить это не дело. Таких не коронуют, не веди себя-то смело. Армеец впаривает им свои понятки. Мужик должен служить в обязательном порядке. Я не виноват, что у вас звездные дяди. Липовые справки и постоянно пряди. Штатская одежда и тюремные законы. Хотите блатовать, для таких как вы есть зоны. Ему отвечает, последи-ка за базаром. От тебя несет вонью занюханных казаром. Мы сделаны из теста одного, и нам не место. Служить чужим законам — это не дело чести. Если честно, ты сильно изменился, нас оскорбил и ничуть не извинился. Мы здесь делали дела, когда-то слился. Горбатить свои спины на чужих в итоге спился. На общак пахали, давали врагам по харе, пока ты дрочил у себя на Матухаре. И так слово за слово возникла тут же ссора. 3 против 1 за решение спора. Потом будет написано в криминальных хрониках. В подъезде жильцы обнаружили покойника. Из-за пустяка или пьяного базара кого-то настигает смерть, страшная кара. Вроде все друзья, вроде все хорошо. Вроде тетки есть и бабло на бухло. Но чего-то не хватает, нет, хочется подраться на чистом листе. Вдруг появилась клякса, самый старший учит молодых жизни. Делайте вот так-то, впаривает свои мысли тех, кто помладше. Это раздражает, наезжать один из них начинает. Эй, хватит впаривать, хватит напиздеть, хватит всякую хуйню про жизнь петь. И тут начинается, вы знаете, по-любому ясное небо разглашается шутим громом.